по выработке общего видения, да, картины будущего по каждому из направлений. И давайте сейчас послушаем, у кого что получилось. По очереди каждая группа, ну, модераторы там включают Zoom, включают демонстрацию экрана, точнее, да, и мы посмотрим. И ну, либо сами участники, желательно участники, в общем, 1-2 человека, просьба рассказать о тех карточках, которые наиболее популярны в группе. Начнем цифровизация. Гаврил, тебе слово. Потом территория развития, далее технологический бизнес и 4-й кадры и таланты. Ну, сейчас подключаю демонстрацию экрана. Так, там есть кнопка внизу в Zoom. Демонстрация экрана. Так, ну, наша группа выбрала 5 стикеров. Свое видение до 2025 года. Первый стикер – это обновление оборудования гос- и образовательных учреждений, более современные компьютеры, принтеры, экраны, проекторы. Все техническое обеспечение получается и оснащение. Так, второй стикер – это большая доля работающих удаленно, в том числе зарубежных компаниях и фрилансеров на зарубежных площадках. Третий стикер – это умный дом, комплекс решений для автоматизации повседневных действий. Четвертое – увеличение скорости интернета. И пятое – получение товаров вместо покупки. Вместо открытия магазина сетевик будет использовать онлайн-площадку, и товар можно будет получить испеченным в 3D-принтере разные товары. Вот такие 5 стикеров у нас были выбраны по итогам голосования. Круто, молодцы. Много людей у вас в активном режиме работало? Модераторы вопросы. Да, в основном все включались в работу, предлагали свои Может быть, идеи. у кого-нибудь вопросы есть по поводу этих идей? Может, кто озвучит? Вот, например, можете спросить про 3D-принтер, вот эту идею. Вы имеете в виду те предложения, которые внизу, ну, ниша, другие, которые не вошли? Нет. Он говорит комментарии, может, кто хочет послушать по каждому стикеру от авторов стикеров. Вопросы именно по стикерам, которые вот представлены, 5 штук. А можно именно спросить по получению товаров? Вот прям интересно, как видит эту идею вот человек, как она вот вообще выглядит, этот образ описать еще. Хорошо. В общем, суть какая? Ну, сейчас это достаточно недешевое удовольствие. Там есть определенные временные рамки по производству на 3D-принтере. Но это же направление на будущее, поэтому мне кажется, что и сейчас эти технологии развиваются. Можно сказать, еще в принципе достаточно у истоков стоим, в моем видении. Но развьется это настолько, что, допустим, для получения товара, изготовленного из какого-то материала, не нужно будет, ну, не будет необходимости арендовать зал торговый, то есть должна будет быть торговая площадка цифровая какого-то вида. Кстати, возможно, какой-нибудь VR-площадка такого типа, что, допустим, ты заказываешь, ну, тебе не нужно, как сказать, не нужно именно такой, ну, как какой-то конкретный товар получать. Ты можешь иметь, грубо говоря, схему печати, приобретаешь, и в конкретной точке получаешь готовую продукцию. К примеру, там, строительный товар, ну, как строительный, там, люстра, я не знаю, там, гардина, ну, по части дизайнерского ремонта какие-то вещи. Тебе, ну, она может быть там из коллекции, которая уже вышла из производства, но ты можешь всегда получить именно то, что тебе нужно, а не там искать где-то по складам то, что
сейчас сложно найти. Или это может быть широкой продукции, тоже в том числе, например, обувь. Дешевле будет расположить точку печатания какому-нибудь там сетевику Nike или Adidas, нежели открывать большую площадку торговую, розничную. Потому что выставочные залы в принципе не дешевые. Вот, а если говорить о таких вещах, товарах, как то, что я говорил раньше, например, дизайнерские вещи там для ремонта, отделка, это, например, там большие торговые центры, буквально центры, нежели вы можете просто расположить место, где материал для печатания находится, и точки печатания забора товара. Вот в таком плане. Ага, Естественно, сейчас это сомнительно, пока что еще, но надеюсь, что в будущем это будет все более продуктивно. И плюс это большая роль как раз играет о том, что именно товар под тебя. То есть, грубо говоря, кроссовки, которые выпущены именно для твоей ноги, будут всегда удобнее, чем те, которые из общей серии ты получаешь. Угу. Это вот Кирилл, спасибо. Сейчас я прошу прощения, сильно переходить, в диалог не надо, да, потому что времени у нас не так много, нужно успевать, чтобы мы не зависли здесь до позднего вечера. Александр Дауркин поднял руку, просьба, да. Я как раз хотел к модераторам призвать, что все-таки давайте ближе к таймингу и не поддаваться на некоторые провокации, там, пообсуждать что-то. А те, кто хочет что-то обсуждать, пожалуйста, ребят, будьте более краткими. Зачем разжевывать-то? Спасибо. Да, если что, можно в чате и вопросы задавать авторам для уточнения. Хорошо, потому что, если мы так много будем комментировать, мы здесь зависнем. Спасибо первой группе. Давайте следующая группа у нас территория развития для будущего. Да, я готова поделиться экраном. Так, я выделила у нас выявилось 4 топовых идей, за которые проголосовали наши участники. Первое – это развитие сел, сокращение оттока населения. Далее, города и села в республике Саха-Якутия комфортные, благоустроенные и озелененные. Высокий уровень молодежных центров Якутии, поддержка молодежных организаций. И четвертый образ будущего – это повышение внимания к переработке мусора. Если подробнее, на территории Якутии будет создано не менее 2 заводов по переработке мусора, хотя бы пластика. Если кратко, то вот 4 образа будущего, за которые мы проголосовали. Спасибо большое. Да, действительно, здесь очень интересные стикеры. Есть другие, которые тоже получили голос. По 2 голоса, например, по 1 голосу. Хорошо, спасибо. Давайте продвигаться дальше. Следующая группа у нас 3-я группа, и она генерила идеи, вырабатывала видение будущего в плане технологического бизнеса. Пожалуйста, кто модератор? Модератором работала я, и в основном свои видения говорила мне Марина Благословская, и немножко подключался Ливан. Но, к сожалению, он нас покинул, сказал, что у него срочные дела. Так, основной тренд – это переход многих процессов в онлайн, предоставление услуг. Нужно демонстрацию экрана сделать. Кто модератор у нас? Я модератор, но у меня не получается. Я хотела бы попросить Ниргуна. Так. Это надо открыть доску. Попробуйте еще раз. Доска у меня тут открытая у себя. У вас другая проблема же, да? Вы с телефона не можете. Давайте я открою. У меня сейчас все доски открыты, поэтому будет быстрее. Спасибо. Так, кадры, талантливо. Тут прям... Так, переход. Может, Марина расскажет немножко? Марина, вы здесь? Да, я здесь. Добрый день, коллеги. Да? Промежуточные итоги, подводим.
Ну, я тогда Так. пойду сразу по своим вот этим стикерам. К сожалению, я тоже работаю с телефона, поэтому вот, да, просила коллег, чтобы они мне помогли составить эти карточки. Но первое мое предложение, оно было связано с видением. Настя, это другая доска. Алло? Кадры и таланты вот авто. Нет, там цифровизация. Нет, у нас не цифровизация, технологически. Ага. И вот первое предложение было связано с видением, какими же станут социальные услуги и в республике, и в нашей стране вот до 2025 года. То есть если в настоящий момент тенденция такова, что постепенно, и это связано с нормативно-правовыми актами, принятыми у нас в стране еще в 2008 году, постепенно социальная сфера, то, что касается социального обслуживания населения, переходит из государственной юрисдикции в частный бизнес. И эта тенденция, она нарастающая. И вот мое видение таково, что если в данный момент порядка 20% только рынка социальных услуг находится, значит, в сфере социального бизнеса, то постепенно до 2025 года этот тренд, он должен превратиться в 80%. То есть государство постепенно передаст свои полномочия в плане социального обслуживания населения именно социальному бизнесу, социальным коммерческим и некоммерческим организациям. Потому что уже на данный момент, несмотря на то, что процент переданных услуг еще не так велик, как хотелось бы, как я уже говорила, порядка 20%, тем не менее уже не только предприниматели, но и НКО в этой сфере благополучно работают. То есть вот эта тенденция. Я дальше, да, иду тогда сразу по своим стикерам? Быстренько. Ага, да, все, хорошо, укорачиваюсь. Торговля, да, опять-таки в связи с пандемией мы фиксируем такой факт, что мы все чаще и чаще, несмотря на возраст, там, на социальное положение, опасаясь за свое здоровье, за здоровье своих близких, начинаем пользоваться, значит, приложениями для того, чтобы получить желаемые услуги или товары. То есть вот эта тенденция, ну сейчас вот она вызвана пандемией, поэтому какое-то вот такое ускорение, да, получила, но постепенно до 2025 года, я думаю, что и старый, и млад будут пользоваться приложениями, это станет неотъемлемой частью нашей жизни, потому что это на самом деле экономит время, это удобно, это комфортно, это безопасно. Это вот, значит, второе мое видение. Третье касается медицины. То есть вот я делала такую преамбулу, что еще год назад мы от торгово-промышленной палаты активно работали, ну, везде ходили с этим проектом развития телемедицины. Ну, мы говорили об арктических районах нашей республики, но постепенно, как мы видим, да, вот как только вот какая-то острая ситуация, как сейчас, да, с вирусом, медиков не хватает. И не хватает медиков в отдаленных районах республики, страны, да, в целом. Поэтому я уверена, что будущее за развитием не только телемедицины, но вот такой дистанционной медицины вообще. Уже сейчас созданы, даже у нас тут в Якутии, 2 приложения. Это медсеть и облачная поликлиника. Они не совершенны еще пока что. Вот, но тем не менее, это будет развитие. И до 2025 года, я думаю, что это тоже будет норма жизни, когда житель любого отдаленного поселка, ну, возьмем нашу республику, да, или нашу страну, будет иметь возможность проконсультироваться с врачом, а также медики смогут проследить за исполнением назначения и за динамикой выздоровления больного. Так, и последнее у меня было предложение, что-то я сегодня разактивничалась. Ну, потому что, знаете, когда думаешь про 25-й год, оно какое-то целостное такое впечатление у меня в голове, например, складывается. Оно уже не состоит из какого-то одного направления. Поэтому я так думаю, что вот тренд, который наверняка мы все тоже заметили, это какое-то более осознанное потребление во всех сферах нашей жизни. Касается ли это одежды, касается ли это жилых помещений, да, то есть вот женщины постепенно отказываются от роскошных каких-то брендовых нарядов, от норковых шуб. Мы все сейчас ходим, мы старый млад в пуховиках, потому что это удобно, экологично, по деньгам это гораздо симпатичнее, да, выглядит. Поэтому отказ от роскоши – это тоже тенденция, и она постепенно будет развиваться, я так думаю, более осознанное потребление и отношение более бережливое к окружающей среде. И вот в этом плане я уже вижу, есть проекты
о строительстве. Ну, все хорошее, вернее, все новое — это хорошо забытое старое, да. Это, допустим, там конец 19-го, начало 20 века существовало такое понятие, как доходные дома. Ну, то есть строились дома, и квартиры просто сдавались в найм. Сейчас немножечко это такая усовершенствованная тенденция, и она уже получает развитие и в мире, и у нас в стране, я думаю, и в республике тоже в ближайшее время этот бум будет, когда человеку не надо иметь в собственности дорогостоящее жилье, не надо вступать вот в эту ипотеку там на 30 лет, в эту кабалу, а достаточно, достаточно арендовать вот это наемное жилье, в котором будет представлено все необходимое для полноценной жизни человека. Ну, вот коротко все. Спасибо. Да. Извините, если заняла много времени. Коллеги, смотрите, у вас в стикере, в принципе, мысль указана. Можно в 2-3 предложениях просто как-то, описать, уточнить, да, пояснить. Если долго будет каждый выступать, то вытягиваемся. Хорошо. Дальше кто есть? Все сказали, да? Да, просто я говорила за 4 стикера, поэтому прошу прощения, что долго. И стикеры как озвучили? Так, от нашей группы Роза Ольсов будет выступать. Роза, пару минут буквально для того, чтобы огласить то, что мы тут. Смотрите, Виктория, есть возможность все это как-то сдвинуть? Сейчас вы будете тренды и события заполнять. Нужно вот это все в область... Нет, у нас все здесь. Вот. Справа подвинуть туда. Слышно, да, Виктория? Или вы уже... Да, я слышу. Не-не-не, у вас-то уже тренды заполнены. Это же тренды. Так, вот, Роза. Да, вы мне за всех говорите или за свои стикеры? Нет, за всех. Побыстрее, только галопом по Европе. Окей, добрый день, уважаемые коллеги. Значит, у нас направление кадры и таланты, да, мы все, в принципе, с коллегами были солидарны, что сейчас идет популяризация научных и технологических профессий, да, с учетом запросов COVID-19. Это удаленный режим работы и такие практики, как ускоренная переквалификация сотрудников, они имеют место быть, да. Это в тренде 2022 года. Значит, в тренде 2025, то есть у нас это развитие строения роботов и искусственного интеллекта, да, что создаст нам здоровую конкуренцию человеку и замена кадров на роботов. То есть это какие-то механизированные процессы и так далее. Значит, также у нас идет в повестке это рассмотрение и развитие генной инженерии, да, и модификации стройных человеческих талантов. И мы считаем, что все вот эти треки, направления кадры и таланты, да, как отметили мои коллеги, будут отражаться у нас в промышленной действительности, в целом по вообще переквалификации всех кадровых сотрудников учреждений, удаленный режим работы, что придаст, в принципе, вообще вот эти вот бумажный формат работы, он сойдет со временем на нет. И вообще у нас в тренде у нас уже будет все переходить из офлайна в онлайн, да, ну, у Виктории есть оптимистический взгляд на это, что будет цениться гораздо сильнее человеческое общение. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Коротко, ясно. Можно я скажу еще, да, один такой тренд в 2022 году. Всех вас будут, кадры и таланты будут принимать на работу по компетенциям, указанным на лидере ID. Поэтому регистрируйтесь, заводите себе цифрового двойника, и это не реклама, это действительность, это так и будет. Хорошо? Да, я это сказала, Виктория, давайте повышать KPI по повестке оси. И сегодня, сегодня присутствуют 3 группы моих студентов по социальной работе, да, и я думаю, что они нам KPI сегодня тоже подняли. Спасибо. Спасибо. Да, коллеги, здорово, да. Хорошо, смотрите. В общем, мы прошли первый такт. Общее видение у нас появилось, надеюсь, да, по всем 4 направлениям, и это, по сути, наше общее будет. Дальше мы идем с части по выработке, по определению тех трендов, которые существуют в мире, в России и в нашем регионе. Но прежде чем перейти, коллеги, смотрите, я вам объясню, включу, сделаю демонстрацию экрана.
Важно, чтобы мы могли вот дальше в трендах, вот здесь дальше дополнять карточками, да. Если у вас есть карточки, которые заходят в эту зону, вот по образу будущего, лучше их перенести вверх. Это у нас, вот у меня открыт технологический бизнес, оказывается. Вот так сделать, да, чтобы они не мешали тем карточкам, которые будут дальше. Вот здесь ниже. Да, мы же будем дополнять их, у вас много будет карточек. Вот. А тренды, как я говорил, да, должны быть указаны в логике роста или снижения, то есть развивается либо наоборот уменьшается тренд. Значит, что происходит? Желательно в двух словах, ну, если очень хочется как-то объяснить, то в одном предложении, не больше. И где-то происходит мир, Россия, Якутия. Вот здесь есть пример. Все модераторы, в принципе, в курсе, они вам подскажут. Хорошо? Переходим. И давайте тоже 30 минут на это посвятим. Сократим время, выйдем и тоже презентуем. Все, поехали. Продолжаем. Сейчас нас обратно перекинут. Смотрите, у меня один уточняющий вопрос. Мы же сейчас дальше будем тренды по 3 образам будущего, которые у нас в топе, да, по голосам? Нет, здесь не по голосам. В целом нужно обозначить те тренды, которые вы видите. Потом оттуда уже события будем уже исходя из трендов прописывать. Здесь мы просто посмотрели, кто во что верит. Тут тренды роли государства в цифровизации, монополизации цифрового рынка. Да, Петр, я прошу прощения, все перечитывать не надо. Надо читать те, которые имеют наибольшее количество лайков по 3 уровням. Нет, это 9 стикеров, которые мы выбрали по 3 уровням. Это все. По 3 стикера на уровень было. Так ведь договаривались, да? Да. Ага, вот. Так, также, как сказать, наблюдается тренд в монополизации цифрового рынка в Российской Федерации и развитие речевых технологий. Это интеллектуальные колл-центры, которые понимают речь и отвечают соответствующе. В Якутии растет тренд общественной безопасности, вырос тренд глобально, скажем так, WhatsApp как основного источника информации и Инстаграма как основного канала малого бизнеса. Это все 9 трендов, которые мы выделили, которые выросли в мире России и Якутии. Просим задавать некоторые вопросы в рамках регламента. Коллеги, я предлагаю здесь просто озвучивать, то есть это же ваше видение, вы делитесь с ними, со своими коллегами, с другими группами. Если сейчас будем опять задавать вопросы, опять идем в комментарии и так далее. Хорошо, спасибо первой группе. Вторая группа. Вторая группа – это территория развития. Мы здесь. Так, у нас получается в основном за стикер, который мы проголосовали, тренды у нас по Якутии. В мире тренд, мы видим, что идет рост на оформление пространств, магазинов, баров, муралов. По Якутии, значит, видим, что идет тренд на создание сельских общественных пространств, которые являются двигателями развития сельских территорий. И про внутренний туризм в Якутии, например, туры выходного дня и пеший туризм. Если кратко, то так. Да? Получается у вас... Да. Вот у нас получается 3 ключевые топовых, да, ключевых тренда. Якутия. Да, по-хорошему мы хотели увидеть по 3 на каждый уровень. У вас преобладает здесь
Ну, по миру тоже 3, по Якутии тоже, кажется, 3, а мировые это 4, кажется. Хорошо, ладно. Давайте двигаемся дальше. Технологический бизнес. Какие же у вас выявлены тренды? Так, Марина, вы здесь? Анастасия, поможешь, да, тоже с демонстрацией? Да, я здесь. Давайте мы выбрали 4, но мы скажем 3. Да, Марина? Так, ну давайте. Может быть, вы начнете, а я там, если что, подкомментирую. А то я сейчас долго опять начну. Ага, вот мы выбрали основных 4, но все равно из них самое главное, то, что должно быть устойчивая связь. Для того, да, чтобы... ну давайте я подключусь, да. То есть мы обобщили вот те предложения, которые вы носили в первой части, да, нашей работы, и мы понимаем, что сейчас все уходит в онлайн, и без устойчивой связи это все, ну, маловероятно, да, поэтому первым пунктом мы говорим устойчивая связь, это касается и республики, и страны, и мира, ну, то есть это понятно, да. Второе, это оптимизация оптимизация и цифровизация органов исполнительной власти. То есть это приведет к тому, что такое большое количество чиновников уже просто не нужно будет, а нужны будут люди, которые умеют что-то делать руками. Это связано и с получением высшего образования, как высшей точки какой-то, вот как медали на грудь, то, что считалось раньше. Сейчас больше востребованы будут люди, которые умеют работать, ну, какие-то блага жизненные своими руками, да, производить. Четвертое, что у нас было четвертое? Это обучение населения? Да, обучение населения на первичном этапе, потому что, ну, молодежь, это понятно, люди более старшего поколения в связи вот с этой всеобщей цифровизацией и ухода всей нашей жизни в онлайн, не все взрослые люди умеют пользоваться этими приложениями и онлайн-ресурсами, поэтому обучение, по крайней мере, на первом этапе, оно необходимо. И четвертое, я просто не вижу. Потребление. Да, осознанное потребление, да, то есть не будет уже вот этого чрезмерного потребления, человек более осознанно будет к своим потребностям подходить. Через это более бережливое отношение к ресурсам, к окружающей среде. Ну, то есть вот такое у нас видение. Хорошо, спасибо большое. Ну, в целом здесь вы охватываете и другие сферы жизнедеятельности, да, не только бизнес, не только технологический, но в целом там и органы государства. Да. Социальная сфера, бытовая сфера. Ну и, соответственно, бизнесу надо тогда учитывать эти аспекты и в этой сфере что-то придумать технологичное, которое будет полезно и будет решать там, те или иные проблемы, и вызовы, которые возникают. Да, тем более, что вот эта всеобщая цифровизация и уход в онлайн, он повлечет магазинов, допустим, уход их в онлайн, он высвободит большое количество торговых площадей. И эти площади под что будут использоваться? Под образовательные учреждения, так у нас, собственно говоря, образование сейчас тоже онлайн. То есть вот тут вот строительная сфера тоже ей придется перестраиваться. То есть вот это вот все взаимосвязанные, конечно, процессы. Ну вот наше видение такое. Спасибо большое. Да, просто дальше. Спасибо. 4-й трек «Кадры и таланты нового времени». Виктория, давайте. От нашей группы будет Владислав Унаров выступать. Владислав, вам слово, чтобы показать стикеры, которые набрали больше всего лайков. Хорошо, спасибо. Мы выбрали 3 стикера, 3 тренда. Первый — рост цифровых компетенций. То есть повышается требование к навыкам владения, то есть вообще не только компьютерами, но и вообще цифровыми навыками. Второе — это снижение кадров в промышленности из-за того, что происходит оптимизация, заводы забрашиваются, и людям некуда деваться, то есть открытым остается вопрос, куда эти люди денутся. Это 24-й год. И третий тренд — это востребованность экологов и экспертов по техногенным катастрофам. То есть окружающая среда, она все хуже и хуже, и в будущем эти кадры будут очень ценными. То есть востребованность будет. У нас все. 3 тренда, да, озвучить? Да, 3 тренда. Ну,
У нас просто тут фонтан трендов. Тренды были с одинаковыми лайками. Мы друг другу голосовали. У нас там некоторые стикеры, которые не набрали баллы, перекинули из линейки. Вы очень активная группа, видно, да, лайков очень много и здорово. По идее, надо было по 3 карточки на каждый уровень. Там в сценарии написано. Понятно. Мир, Россия, Уровень, то есть имеется в виду мир, РФ, Якутия. Да. В этом смысле. Мировой Да, уровень, просто не очевидно было. Хорошо, да. понятно. Некоторые из них, вот многие, которые сейчас я вижу справа, они там где-то лежат, да? Да, они там куча мала, вообще страшно. Ну, сейчас обратно тогда их перекинем, ничего страшного. Там всегда... Ну да, выберите тогда, хорошо. Мир, Россия, Якутия по 3. Ну, то есть 9 трендов должно было 9, быть 9 озвучено. Ага, понятно. Хорошо, ну ничего, коллеги, в принципе, ну, нормально сейчас, пока мы организовываемся, можно будет перекинуть. Предлагаю сейчас уже перейти к заключительному такту, определение событий. Так, слышно, да, меня? Значит, в рамках этого такта мы должны ответить на вопрос, как мы можем влиять на достижение желаемого будущего, то есть, ну, учитывая тренды, да, наиболее такие очевидные, наиболее яркие, видимые, и которые вы признаете. Вот события, когда вы карточку будете создавать, так, я открою эту карточку. Сейчас. Общую доску и демонстрацию экрана сделаю. Здесь по событию каждая карточка должна иметь 4 пунктика. Даже в начале, ну, заголовок должен быть, да, заголовок события. И он примерно про как название статьи в газете. Вот вы открыли газету, либо там в интернете, интернет-газет смотрите, там есть заголовок. И вы примерно в таком ключе пишете название этого события. Пишите, что происходит, тоже немного в одном предложении, чтобы люди понимали, да. Потом, кто это делает, от кого зависит это событие, где, в России, в мире, или в Якутии, и когда, то есть какой год мы должны указать. Здесь, смотрите, тоже вы должны будете проголосовать по итогам. 3 карточки нужно будет вынести на общее обозрение. И здесь важно понимать то, что по этим событиям следующий этап, завтра уже, да, вы будете предлагать идеи по треку развития, да, своему, вот, с учетом стратегических вот документов, которые обозначили, с тем, чтобы эти идеи потом легли за основу, значит, карты действий, да, некого такого плана действий. Вот. Шаблон чуть попозже, ну, в конце мы покажем. Поэтому, друзья, сейчас, переходя в следующий такт, понимаем то, что эти события потом должны будут произойти. Ну, хотя бы вы должны предпринять действия, которые позволят реализации этого события. Есть вопросы у вас, участники, прежде чем перейти? По времени сколько сидим? Ну, давайте до 6 нам бы завершить. Я думаю, что минут 15. Давайте 15 дадим. Хорошо. 15:30 зайдем, начнем работать. Друзья, мы снова в общем зале. Так, я думал, до 6 у нас еще время есть. Вы не успели немножко. 17:45. Мы должны были 17:45. Так, получилось генерить события? Получилось, но мы еще не успели выбрать 3 события. У вас много было, да? Так, у нас по количеству сейчас идет 7-я. 7-я сейчас еще записывается. Давайте мы вас в конце послушаем. Я попрошу участников группы «Цифровизация», кто с Гаврилом работает, сейчас параллельно проголосовать. Да? Нужно выбрать, ну, у каждого есть 3 голоса, и нужно будет представить 3 карточки. Хорошо? Тогда мы сейчас сразу даем слово
группе, которая занимается треком развития, территории развития для будущего. Просим вас рассказать, какие события вы видите наиболее желаемыми, чтобы они произошли. А можно нам, пожалуйста, тоже дать пару минуточек, чтобы мы успели с участниками? Так, хорошо. Технологический бизнес. Готовы ли вы? Или кадры и таланты? Так, у нас всего 3 карточки. Пожалуйста, кто-нибудь демонстрацию запустите, пожалуйста. Технологический бизнес, да? Так. Наталья, вы здесь? Я могу включить. Полина. Мы тут обсуждали, писали, но я до конца напечатала там, ну и... Спасибо. Так, первое у нас... Что там было? Первое у нас... Что такое? Бережное отношение к окружающей среде. Ну, сейчас популярно стало, да, надо это пропагандировать через СМИ, для каждого донести, что это такое, ну, до 2023 года. Так, 80 услуг можно получить дистанционно. Перевод в сфере бизнеса, принятие нормативных правовых актов. Но мы это рассмотрели в рамках Российской Федерации. И также у нас третье, зачитайте, пожалуйста, Иван, мне тут не видно, я вспомню. Так, третье. Аренда недвижимости, доступное жилье. Вот, аренда недвижимости, то, что надо как-то переходить нормативно-правовые акты, и чтобы это жилье было прозрачным и доступным, так как некоторым слоям населения бывает, что они не могут получить определенное место жительства. Популяризировать такую аренду среди населения. Хорошо. Ну, смотрите, здесь не совсем как заголовок статьи в газете получилось, да? Ну, вот первое, 80% услуг можно получить дистанционно. Это звучит, да, похоже. Человек открыл газету, там вот, смотрит и его цепляет. Бережное отношение к окружающей среде через осознанное потребление. Повысил бережное отношение, что-то в таком духе. Ну, как событие, ну, что-то такое должно произойти в моменте. Понимаете, да? Вот в какой-то момент, хоп, и произошло. Аренда недвижимости, доступное жилье. Так, ну хорошо, коллеги, да, спасибо вам за 3 события. Вот, по ним нужно будет завтра сгенерить идеи. Идем дальше. Так, какая группа у нас следующая? Кадры и таланты. Кадры и таланты. Наконец-то мы поработали командой. Из нас уже вышла команда, и, в принципе, мы тут уже не лайкали, а генерили все вместе все эти 3 стикера. А можно крупнее сделать? Да, крупнее, не видно. У меня харды не очень прокачанные. Вот, все. До 100%, наверное, можно. Нет, не видно. Да, вот, нормально, круто. Так, я представлю, да, наши события. Мы учли как все тренды с видения, которые мы наработали, и поняли, что произойдет следующее. Первое – это утверждение на региональном уровне стратегии, которая будет внедрять IT-специальности в разные сферы сектора экономики. То есть медицина или это может сельхоз. Это произойдет очень скоро. Внутри республики инициатором будет правительство республики. Второе – это становление Якутии центра компетенции. Мы уже знаем, что у нас развиваются IT-компании очень хорошо. И самостоятельно, и с помощью IT-парка. Кино тоже развивается. То есть все креативные индустрии дают о себе знать не только внутри России, но и по всему миру. И поэтому нам кажется, что это станет таким магнитом для
компетенций, оно будет развивать свои компетенции, также привлекать сторонних. То есть такой некий креативный хаб в Сибири. И это произойдет в Якутске к 2025 году. Третье событие – это формирование agile команд, которые будут заниматься проектами. То есть это команды, которые состоят из разных компетенций, люди с разными компетенциями формируют команду, которая занимается проектами и региональными, или частными проектами. То есть это как рабочая группа, но тут фишка в том, что эти команды не формируются насильно, да, то есть берут какого-то человека из отдела там, какого-то министерства и поручают ему сделать то-то. Нет, это получается, команды сами находят, сами понимают, что какие компетенции им нужны, и начинают формировать такую agile команду. У меня все, спасибо. Классно, классно. По уровню реализованных проектов мы тут добавим, да, по agile, то, что команды становятся операторами того или иного проекта по продуктам, уже которые реализовали. То есть репутация должна быть у команды, реализовать какие-то проекты для того, чтобы стать в дальнейшем операторами, чтобы не было истории, типа финансы ушли не туда. Чтобы HR критерии оценки — это уже выработанные проекты, то есть уже реализованные проекты — это критерии оценки по внедрению в agile команду. Да. Наверное, смотрите, здесь с точки зрения событийности, события, да, название, то в первой части можно было бы указать, как выработана новая повестка, там, не знаю, или там утверждена стратегия по социально-технологическому развитию, грубо говоря. Да, то есть опять же газета открылась. Что касается второго, то Якутия стала центром компетенции там, в России или там РФ. И здесь больше хочется видеть это уровень России, либо, может быть, Дальнего Востока, да, там, где написано. В части agile команд, сами тоже подумайте, вот в части названия заголовка статьи, может быть, там первая agile команда стала оператором проекта. Либо так. В какой-то организации. Вот. Не всегда бывает так. Времени не было. Да, мы тут обсуждали. Да, не всегда бывает там быстро получается выработать правильное название, но тем не менее с опытом. Понятно, это должен быть как заголовок интригующий, да, который хочется почитать. Да. Понятно. Спасибо. Хорошо, идем дальше. Цифровизация. Вы как? Готовы? Да, мы готовы. У нас очень много событий произошло. Так, Виктория, просьба выключить демонстрацию экрана. Да. Так, первое событие. У нас в городе внедряется умная телефонная приемная. Население города получает доступ к городским сервисам по звонку. Кто у нас это обеспечивает? Ростелеком, окружная администрация города Якутска. Где в городе Якутске, когда 21-25 годы. Так, второе событие. Якутске запущен крупнейший в Дальневосточном федеральном округе центр обработки данных. Запущен ЦОД для нужд цифровизации госуправления, отраслей экономики, региона и социальной сферы. Кто занимается Мининновацией Республики Саха-Якутия, где в городе Якутске, когда в 2022 году. Третье событие. Умные видеокамеры обеспечивают безопасность горожан. В городе установлены более 1000 умных камер. Они позволяют выявлять преступления в режиме онлайн. Кто занимается, это компания МТС, Ростелеком, управление МВД и окружная администрация города. В 2021-2022 году будет реализован мирный. Так, и вот в третьем у нас голоса, как говорится, одинаковые, поэтому включил 2. Мирный стал цифровым моногородом. Количество фрилансеров превысило количество работающих в алмазной отрасли. Кто занимается администрацией Минского района, 25 год.
Так, чиновники без командировок. Из бюджета не было потрачено денег на командировки для участия в совещаниях. Все они были проведены онлайн. Кто этим занимается? Республиканские и муниципальные чиновники к 2025 году. У нас все. Ну, здорово, здорово. Слушайте, так интересно на самом деле. Ага. Да, командировки особенно. Хорошо. Ну, у вас топ-3 события, это те, которые по 2 голоса получили. Поэтому, наверное, на них надо будет в дальнейшем ссылаться. Ну, я принял такое решение, что вот озвучить еще 2. Да, в принципе, можно займет. Хорошо. Коллеги, ну и 4-я команда, 4-я группа, это территория развития для будущего. Анастасия, вам слово. У нас получается 3 тренда. Первое, немного подредактировали в плане События того, или что... тренда? Тренда. 3 тренда? Да. Первый тренд, он был именно про сельские общественные пространства. Мы его сделали в таком формате, что это не только сельские, но и городские общественные пространства, пространства развития, коворкинг-центры и так далее. И самые топовые события — это первые итоги создания сельских общественных пространств. Реализовано более 50 образовательных и бизнес-проектов, которые разработаны на базе этих сельских общественных пространств. Кто жители поселков, где существует пространство, где в селах, поселках Якутии, и все у нас события к 2025 году связаны. Так, второй тренд — это интересные люди создают интересную среду в плане каких-то креативно оформленных пространств. Это не только общественные пространства, но и могут быть интересные магазинчики, бары, муралы и так далее. И события у нас связано с реализацией проекта умного города, IT-парков и скверов. Кто управление архитектурой и градостроительной политики, Министерство строительства, Центр компетенции ЛЕТО, проектные фирмы в городе Якутске. И третий тренд — это создание условий для внутреннего туризма в Якутии. События: 50% якутян хотят провести свой отпуск в Якутии. Вот, все. Да, получается, вы прям тут связываете, да, события с трендами, то есть от трендов идет событие. Ну, это правильно? Правильно. Хорошо. Так, у меня тут проблемы с гарнитурой, я вас не услышала, Иван, если что. Слышно сейчас? Было меня слышно? Все, теперь я вас слышу. Ага. Да, я говорю о том, что вы сейчас здесь нам озвучили тренды, и исходя из этого тренда уже предлагаются события. Да. Связки выйдут. Ну, так правильно, да, так и по идее должно было быть. Надеюсь, что у других то же самое. Ну, друзья, я хочу вас всех поздравить. Первые 3 трека мы прошли. Время 18:01. Хотели до 18:00. Ну, в заключение первого дня я хочу там, несколько моментов сказать. Ну, во-первых, здорово, что вы все присоединились и дошли до конца этого дня. Завтра нам предстоит не менее важная работа. Завтра мы будем вырабатывать идеи для того, чтобы эти события были реализованы, и мы будем думать, что же нам нужно будет делать, да. Сейчас я вам включу демонстрацию экрана, сделаю, и вот та самая карта действий, некий такой план, по нему будем работать. Пока мы здесь указали 4 блока, но, возможно, посмотрим, здесь какую-то часть может переиначим. Вот здесь мы указываем по отдельности, да, вот этим частям, потом здесь прописываем до 2025 года, какие же мероприятия мы будем проводить. Это могут быть события, сообщества, какие-то новые форматы будут предлагать, ресурсы. Вот. И это нужно указать в части, указать, в общем, те мероприятия, которые помогут реализации повестки точки кипения и синхронизации всех, кто так или иначе связан с точкой кипения. Вот такая карта будет, мы ее после обеда будем делать презентацию. Вот, поэтому очень хотелось бы, чтобы завтра вы также пришли в 11 часов. Мы проведем продолжение, сделаем. И мы подготовили для вас ссылочку на,
Так, здесь они есть, нет? Материалы по форсайт-сессии. Google Docs здесь, да? Вы можете их скопировать. Там есть 2 презентации, которые были сегодня в начале. И также список участников тоже там находится. Можете тоже посмотреть, ознакомиться. Может, кто-то, вам будет полезен в вашей работе. Как-то так. В общем, есть, может, кто-то хочет дополнить. Есть вопросы, предложения. Виктория. Хочется, да, поблагодарить здесь наших коллег, которые тоже стали модераторами. У них это первый опыт. Вот. Просим любить и жаловать, и в дальнейшем, возможно, вы будете их чаще также видеть на тех или иных мероприятиях. Вот. Виктория вначале рассказала же, да, про... Да, я рассказала о том, что мы сегодня модерационной agile командой сидим. У нас сегодня центр детского... Подскажите, пожалуйста, я неправильно волнуюсь. Центр детского чтения Национальной библиотеки. Ага, Национальной библиотеки, и Альбина, и Гаврил, это наши... Спасибо вам огромное за то, что нам помогли и выстроить командную работу, потому что организация Foresight Session на самом деле очень такая, волнительная часть, и мы работаем как команда. Благодарим всех от имени модерационной группы, то, что приняли участие, и то, что до 6 сегодня с нами посидели, и завтра приглашаем. Мы с вами не прощаемся. Хорошо. Все тогда, да? Нет предложений, нет вопросов? Я бы хотела предложить своей команде, которые активно сегодня со мной были, может, кто точно будет завтра, оставить свои контакты, чтобы я могла вам ссылочку отправить сразу в WhatsApp. Здорово. Да, либо в паблике написать, чтобы... Я тоже так хочу. Да, может, кто-то не хочет отправлять номер телефона в чат, в общий чат, поэтому предлагаю вам по ссылке Padlet добавить стикер с указанием фамилии, имени и номера телефона. Точно такое же я предлагаю своей команде «Кадры и таланты». Тоже пишем, пожалуйста, свои контакты, и я вас добавлю в чат в рабочий. Потом, может, мы с вами станем одной такой командой. Да. Хорошо. Да, предложение действительно правильно. Мне кажется, все-таки коммуницировать, продолжать работать нам предстоит. И если мы создадим очередную группу в WhatsApp, то если она полезная, то значит уместно. Why not? Вот. Все тогда, да? Всех ждем завтра. Можете взять с собой чай, кофе, и вместе параллельно будем работать и чай пить. В легком формате проведем второй день форсайта. Все, друзья. Тогда всем пока-пока.